Вкусно, полезно, красиво. Именно так можно описать продукцию семейного предприятия Homemade Людвиг, расположенного в селе Хыбста Гудаутского района. Здесь, среди живописной природы, создано производство натуральных компотов, варений традиционной абхазской аджики, которая завоевывает все большую популярность. 5 лет назад Кристина Барцец основала производство, сохраняя в каждом продукте неповторимый вкус и пользу местных фруктов. Компоты вот у нас такого вот вида в литровой банке, то есть удобны для того, чтобы это было где-то на столе, например, праздничный стол, мероприятие какое-то. Также у нас есть помимо компотов, вот у нас несколько видов. Сейчас, например, на данный момент у нас есть фихуа, мандарин, кизил, мушмала и виноград. Инжир очень хорошо идет, потому что отдыхающие тоже знают, что это такое, да, то есть сам инжир полезен, вкусное варенье. Хурма, лимон есть такое, можно сказать, экзотическое варенье для нас. Мандарин, джем тоже. И что еще есть? Киви, лимон, то есть тоже он тоже интересный такой кисленький вкус. С помощью полученной поддержки Homemade Людвиг смог приобрести современное оборудование, варочные котлы, дозаторы, текировщики, стерилизаторы. Объемы производства выросли в 3 раза, со 100 до 300 литров компота в день, а процесс стал значительно эффективнее и легче. Мы приобрели необходимое нам оборудование, то есть облегчить труд, который был намного сложнее. Сейчас мы, например, используем варочный котел для того, чтобы больший объем можно было закрыть продукции. Также не вручную разливать, а с помощью дозатора. И текировщик также у нас был приобретен для наклейки этикеток и датирования дат, вставить на каждую этикетку дату, когда было произведено. Продукцию Кристины Барцец можно найти в супермаркетах по всей Абхазии. Фирменные баночки, упакованные в плетеные корзинки ручной работы, стали популярными сувенирами, которые путешественники с удовольствием увозят домой. Сначала весь процесс выполнялся вручную, однако благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства предприятие получило развитие. В приоритете у нас те проекты, которые дали результат, положительный результат, и мы всегда готовы помочь для расширения их возможностей, для повышения качества и объемов продукции. Да, у нас есть проекты, которые немного хромают, мы их тоже мониторим, всегда с ними на связи, пытаемся им помочь, в чем-то подсказать. То есть, как и во всем, да, есть и ошибки, есть и хороший положительный результат. Заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш и помощник министра Инал Аргун посетили поселок Бзыпта Гагарского района. Здесь Ардаш Дудукчан с братом Борисом занимаются выращиванием мандаринов сентябрьского сорта. Было принято решение создать цитрусовый сад, так как раньше здесь у нас было тоже цитрусовые сады. Решили восстановить здесь. И взяли землю на аренду, подали на госпрограмму. Спасибо огромное государству, что есть такая программа помочь сельскому хозяйству. Решили и посадили. Нам выделили 1200 корней мандарины сентябрьские. То есть забор, колышки, все нам дали. Это государственная программа. Выбор этой культуры был осознанным. До того, как на участке появились молодые деревья, территория была не освоена. Здесь более 30 лет никто не работал. Место было запущенным и заросшим. Предприниматели приложили немало усилий, расчистили землю с помощью техники наемных рабочих, а затем посадили мандариновый сад. Проект осуществляется достаточно хорошо, люди ухаживают. Я думаю, там через лет 5 будет очень красивая, хорошая плантация. По Гагарскому району очень много вообще по разным направлениям, от переработки до парников, закрытого грунта выращивания. То есть сегодня мы посетили именно этот объект, потому что он у нас уже 2-й год. Мы его хотели бы, чтобы посмотрели люди, что можно выращивать, можно заниматься сельским хозяйством, в том числе и в курортных зонах нашей республики. Далее инспекция осмотрела предприятие Аккорд Агро. Здесь арендован 41 гектар земли. На 25 гектарах уже выращиваются цитрусовые культуры – лимоны, апельсины и мандарины. Для обеспечения качественной обработки урожая на территории возводится современный полевой стан. Здесь появится гараж для сельхозтехники и навес для первичной обработки плодов. Тот объект зеленый, красивый, который вы видите, это полевой стан. Здесь мы будем первоначально обрабатывать цитрусы. Здесь обустроено и гараж на 2 трактора,
Ну, то есть большие помещения и навес, где предполагается как раз вот первоначальная обработка цитрусовых перед их сортировка, калибровка перед их отправкой на дальнейшую переработку. Хочу сказать большое спасибо Министерству сельского хозяйства. Всегда оказывает нам помощь посильную, ну, информационную, безусловно, потом разъясняют действия законодательства. При перемещении через границу также оказывают такую серьезную помощь. Мы ее видим и чувствуем, потому что налоговые ставки, они гораздо меньше, нежели другие товары, которые перемещаются. Я имею в виду, что товар народного потребления. Вот, как правило, там нулевая ставка пошлины, что тоже не может не радовать. В рамках бизнес-плана предусматривают прием цитрусовых и от местного населения. Остается заинтересовать их ценой. В целом, инспекционная поездка продемонстрировала значительные успехи в реализации программы развития сельского хозяйства. С нуля заложено более 10 тысяч корней мандарин по прям современным агроправилам, агротехнологиям. Они планируют вообще довести количество корней в районе 20 тысяч. Проект уникален тем, что помимо того, что здесь новые закладки, новые площадя, они привлекают местное население в работу, то есть занятость населения получается. Это очень большой вклад вообще в развитие не только района, а вообще республики. В этом году в Министерство сельского хозяйства поступило более 500 проектов, направленных на развитие сельскохозяйственного сектора страны. Из общего числа более 200 проектов, что составляет около 40%, уже одобрены и находятся в процессе реализации. Из Гагарского района было подано 8 заявок, из которых 5 проектов получили одобрение. Шазина Ханагу, Дамир Гонжуа, Абхазское телевидение.